професії или должності, дані контактові, контактные данные, подсумование заводовое. Это краткое описание вашего опыта, досвідчення заводовое. Это уже более детальный рассказы о том, где вы работали, что вы делали. Ументности – это навыки, выштовцень – это обучение, клаузуля рода – это соглашение на использование ваших персональных данных в целях рекрутации, и заинтересование – это ваше хобби. И здесь я добавила пример своего CV, как выглядит структура на примере, чтобы более наглядно посмотреть. И у меня здесь фото в левом, правом таком рогу, контику, также имя, фамилия на самом верху, дальше даем название должности, профессии, подсумование заводовое, краткое описание, потом более детально рассказываем, описываем свой опыт. На самом низу я добавила тоже обучение, заинтересования, навыки, данные контактовые. Это очень важный пункт, чтобы с вами могли связаться. Ну и также на самом низу таким маленьким шрифтом добавляем клаузулю рода, то есть разрешение на использование ваших данных, ваших данных персональных. И сейчас мы обговорим каждый пункт немножко детальней. Итак, фото. Фото должно быть хорошего качества, простой фон, лучше всего однотонный, нейтральный, но также, если, например, вы делаете фотографию с фотографом профессиональным, то это может быть фото на природе, например. Вас должно быть легко узнать, то есть на фото должны быть только вы, никаких родственников, никаких друзей, хорошее осветление, но и также лучше всего, чтобы это было не селфи, потому что это не очень профессионально добавлять свое селфи в CV, но я не раз видела, как, например, кто-то подает CV на какие-то более креативные должности, такие как маркетинг, и добавляет там несколько CV, несколько селфи, но все же это не считается так профессионально, как фото, где вам кто-то его делает. Да, внешний вид на фото тоже важен. Здесь делаем акцент на лицо. Не делаем фото в полный рост, лучше всего фото по пояс или по плечи. Также стараемся улыбаться, это не фото на паспорт. Если говорить об одежде, то это зависит от вашей должности, от вашей профессии, потому что если вы, например, продавец или агент недвижимости, то лучше всего, чтобы вы были в деловой одежде и в костюме, потому что агенты чаще всего работают в костюмах и ходят на разные встречи. Если же вы, например, программист или графический дизайнер, то тоже то может быть даже белая футболка, но более такие нейтральные цвета, да, белая, черная, серая, чтобы не было каких-то там принтов ярких. Также, если говорить о девушках, то лучше всего сделать себе аккуратную прическу, не броский макияж, такой нейтральный, нюдовый. И также деловая одежда. Главное, чтобы не было никаких декольте. Это тоже не Tinder. И перейдем к следующему пункту. Как с вами связаться? Как с вами связаться? Сейчас вернемся. Но перейдем к имя и назвиску. Ваше имя и фамилия. Здесь нужно писать свое полное имя, потому что очень часто потом на базе вашего CV вам делают разные почты, например, корпоративные, поэтому лучше всего добавлять свое полное CV.
полное имя, его тоже также используют при подписании контракта на работу. Избегайте уменьшительных форм и никнеймов. Иногда можно вписать, например, форму, которая вам нравится, чтобы к вам обращались. Например, я знаю, что несколько раз, когда подаете, например, через интернет, через какие-то онлайн-платформы, то там спрашивают ваше полное имя и фамилию. И также есть такая строка, где вы можете написать, как вы хотите, чтобы к вам обращались. И, например, если ваше имя Александр, то вы можете написать Саша, или если по-польски Александра, то Оля. Так? Такая краткая форма вашего имени. Но в CV лучше всего писать полное имя и фамилию. Дальше у нас есть название должности и профессии. У меня это маркетинг-специалист, то есть маркетолог. Здесь вы просто пишете название должности, которую вы сейчас занимаете, или на которой вы хотите работать. Или если вы, например, сейчас не работаете, то можете написать свою профессию. Дальше идем к следующему пункту, и это пункт «Контактные данные». Я его поместила под своей фотографией, контакт. И здесь мы пишем номер телефона, как с вами связаться, email, и также можно добавить ссылку на ваш сайт. Если вы графический дизайнер или UX-дизайнер, то можно добавить ссылку на Behance, где есть ваше портфолио, или также можно добавить ссылку на LinkedIn, что сейчас очень популярно, даже когда вы подаете свое CV на какую-то должность, то иногда вас даже могут спрашивать, чтобы добавлять такое поле и туда вписывать ссылку на LinkedIn. Что не нужно писать в этом поле, так это возраст, если у вас дети, адрес. Сами адрес это зависит. Иногда, если вы хотите подчеркнуть, что, например, вы из другого города, но готовы доезжать к рабочему месту, то можете добавить. Национальность тоже не важна. Стать и семейный статус. Это можно лучше всего не писать. Возвращаемся к структуре. И дальше у нас есть, например, подсумование забудовы. Это краткое подсумование, краткое описание вашего опыта и ваших сильных сторон. Потом я еще покажу пример дальше в презентации, как оно выглядит. Но лучше всего его добавлять. Очень много рекрутеров жалуются, что этого нету, но это очень полезная штука, потому что HR-специалисты, они получают очень много цифалок, резюме, и иногда просто лучше, иногда они уже видят, например, по этому краткому описанию, что человек подходит, что у него есть опыт, что у него есть сильные стороны и такие osiągnięcia, сукцессы, которые помогут ему реализоваться на конкретной должности. И там можно написать, кто вы за профессией. Например, у меня здесь имя маркетинг, контент-менеджер написано. Потом подчеркивайте свои сильные стороны. Пишите, какие у вас были достижения на должности. Мы еще это пройдем немножко дальше в презентации. Но и также можете добавить туда какие у вас цели на должности, на которой вы хотите работать. Дальше переходим к описыванию своего опыта. И это, по сути, главная часть CV, которая показывает ваш главный опыт, который позволит вам
сработаться и реализовать себя на конкретной должности. Здесь очень важно создать CV, который соответствует объявлению, потому что ваша задача показать, что ваш опыт поможет работодателю в ну, поможет работодателю как-то вывести фирму на новый уровень, да, и что, например, ваш опыт достаточен на какую-то должность. И здесь очень важно подчеркнуть и показать, что за ваш опыт нужно заплатить, что вас не надо будет переучать на эту работу. И сейчас как, по сути, написать и сделать так, чтобы ваше CV соответствовало объявлению. Здесь есть такие 3 главные шаги. Первый шаг – это найти объявление, которое вам нравится, и на должности, и объявление о должности, на которой вы хотите работать. Задать себе 2 вопроса. Хотите ли вы там работать, и есть ли у вас необходимый опыт? Если ответы на эти вопросы «да», то проанализируйте свое CV и воспользуйтесь объявлением, чтобы сделать его более привлекательным. То есть найдите ключевые слова и ключевые обязательства на конкретной должности и постарайтесь описать свой опыт подобными словами. Не просто копировать и вставить, а как-то заменить, использовать синонимы или, например, если в объявлении написано, что вы будете искать новых клиентов, и второй пункт – создавать базы клиентов, поддерживать хорошие отношения с клиентами, то можете это писать какими-то синонимами, что будете искать или по-польски это будет звучать как nawiązywanie relacji, то есть искать клиентов, поддерживать с ними тоже отношения отличные, и просто старайтесь это описывать синонимами и показывать, что у вас уже есть опыт работы на подобной должности. И идем дальше. И тут такое правило: лучше отправить меньше CV, но лучших. Дальше у нас навыки. Я их добавила под контактными данными на этом таком сером тле. И в сумме у нас есть два родзая вида навыков. Это гибкие и твердые. Гибкие отвечают за успешное участие в рабочем процессе, то есть это стрессоустойчивость, самодисциплина, работа в команде, общительность, умение мотивировать других, если вы будете на должности тимлида. И твердые – это те, которых можно научиться и которые можно проверить на базе вашего опыта. Например, это программы такие как Canva, Photoshop, навыки для UX-дизайна. Это чаще всего встречается пункт Microsoft Office или Microsoft Packet, то есть Word. То есть это такие более уже готовые программы. Также это иностранные языки и водительские права. И идем дальше. И сейчас поговорим о хобби. Стоит ли писать о них? Да, во-первых, это отличный способ начать разговор, когда, например, рекрутер видит, что кто-то очень сильно нервничает, то разговор о хобби как-то успокаивает человека, потому что это не разговор о должности, о работе, а более такие легкие темы, на которые могут разговаривать все. И также это способность узнать о
чертах человека в жизни и в таких его интересах, которые тоже могут как-то подчеркнуть и помочь в рабочем процессе. Здесь нужно помнить, что если вы говорите о своих хобби, то они должны быть конкретные. То есть не пишем просто, что мы любим смотреть фильмы или заниматься спортом, а перечисляем, например, каким видом спорта, то есть там футбол, теннис, баскетбол, хоккей. Пишите что-то более конкретное, что поможет раскрыться. Также правдивые. Если, например, вы узнали, что ваш потенциальный шеф любит играть в теннис, и вы решите тоже добавить это как часть вашего CV, как ваше хобби, но это не так, то лучше так не делать, потому что для человека, который играет в теннис, очень легко проверить, правда это или нет. Каждое хобби имеет свою терминологию, свои какие-то правила, и лучше всего писать правдивые. И также можете добавить хобби, связанные с профессией. Например, если вы будете работать в команде или будете на должности тимлида, то можете написать, что вы любите командные виды спорта, например, футбол, баскетбол, хоккей. Если же должность более аналитическая, то можете добавить шахматы. Если работа креативная, то можете добавить что-то, связанное с искусством и музыкой. Например, у меня в CV есть, что мое хобби — это storytelling, то есть я люблю писать какие-то истории, но и как контент-менеджер или человек, который занимается созданием контента, написанием, например, статей и так далее, то это тоже как-то подчеркивает, что я развиваюсь в своей сфере не только для работы, но это тоже мое хобби, и я люблю это делать. Да, ну и помните, что хобби — это отличная возможность снять напряжение. И также, например, если ваша фирма работает с несколькими индустриями, то с несколькими фирмами, то вас тогда могут добавить, например, дать в команду к клиенту, который занимается автомобилями, или дать в команду клиенту, который занимается спортом. Поэтому это тоже очень помогает при распределении обязательств. Как описывать свой предыдущий опыт? Это мы уже проходили, и я говорила о том, что это главная часть CV. Еще такое замечание, что лучше всего писать от последней своей должности до первой. То есть, например, у меня здесь моя должность последняя, это была email marketing content manager. То есть сначала я пишу это, потом несколько лет назад я работала как business research specialist, то есть я это написала как последний, да, это была, по сути, моя первая работа, поэтому сначала мы пишем свой последний опыт, а потом переходим к таким более к первой работе, например. Возвращаемся. Но еще раз, лучше отправить меньше CV, но лучших, то есть проанализируйте объявление, проанализируйте свое CV. Иногда даже если у вас нет каких-то там пунктов, вы не соответствуете, то стоит отправить CV, потому что может оказаться, что этот пункт не такой уж и главный, что другие пункты и другой ваш опыт превышает это такой минус, которого у вас нету, поэтому лучше всего попробовать свои силы и узнать такой фидбэк. Сейчас почти все фирмы дают вам фидбэк и говорят,
почему вас, например, не приглашают на собеседование, поэтому лучше всего попробовать. Только помните, что отправлять одно и то же CV на все должности может быть менее эффективно, чем отправить меньшее количество CV, но более соответствующих конкретной должности, конкретному объявлению. Ну и сейчас перейдем к ошибкам. Как избежать типичной ошибки? Итак, первое – это нет краткого описания. Мы о нем говорили в начале, и сейчас перейдем, как оно выглядит. Я здесь написала такой пример по-английски. Например, marketing and PR specialist with 4 years of experience in the industry. At Moda Dolny Shansk, I was responsible for promoting social projects like audiences that reached 1 million people. At your company, I would like to be responsible for creating marketing strategies that raise awareness and increase the number of leads. То есть я написала свою должность, свою профессию, сколько лет опыта у меня в этой индустрии. Также написала, что в своей организации, по решению, я отвечала за рекламу социальных проектов, таких как Odvanse, это компания об узалежнению к смартфонам. И тоже написала, что наше достижение как команда, это что наша компания, нашу компанию увидела более 1 миллиона людей, поэтому тоже важно писать о своих достижениях. Ну и также добавила, что в компании, в которую я отправляю свое CV, я хотела бы тоже отвечать за создание стратегии маркетинговой, чтобы raise awareness, рекламировать компанию, чтобы больше людей о ней узнавало, но и также работать над лидами, и чтобы больше лидов приходило в компанию и покупала, например, какой-то софтвер. Переходим к следующему пункту. Нет подробностей. Пункт номер 2. Здесь и нет достижений, это, по сути, тоже можно добавить как в краткое описание, так и в более широкое описание своего опыта, потому что можно говорить, что вы, например, что-то делали, но если этому нет подтверждения цифрами, то это так не сработает так эффективно, потому что все любят цифры, и большое количество таких KPI, то есть целей фирмы, они тоже вымериваются в цифрах, поэтому лучше всего добавлять подробности, добавлять свои достижения. Например, если вы работаете над проектами, то лучше всего перечислить, над какими проектами, например, там, Odvanse люди в Вроцлаве, или с какими марками вы работали, Orlen, Vogue, не знаю, все зависит от вашей индустрии, но лучше всего это перечислить, да? Или, например, какими языками программирования с какими языками программирования вы работаете. То есть чем больше подробностей, тем лучше. И также достижения. Если вы работаете как продавец, хандлевец, то можете сказать, что в течение месяца вы подписали 100 контрактов, у вас было 1000 лидов, что ваша компания, что в вашем проекте взяло участие 1000 людей. Например, на нашей встрече можно сказать, что на встречу записалось 40 человек,
взяло на онлайн-встрече было, например, около 20, и потом уже под конец целого проекта можно будет суммировать, сколько людей взяло участие в целом проекте, и это тоже будет такой KPI, и можно узнать, удалось ли организаторам осуществить желанную цель, поэтому добавляем цифры. Чем больше цифр, чем больше достижений, тем лучше. Также в достижениях можно написать, что если ваша фирма практикует такие достижения и награды, как лучший работник месяца или человек, который подписал наибольшее количество соглашений, контрактов в течение месяца, года, то это тоже можно написать. Или, например, что если был какой-то конкурс на лучшую статью в фирме, то можно тоже написать, что, например, победила в конкурсе фирмы на лучшую статью, на лучший проект, на лучшую программу, чтобы улучшить работу работников. То есть ваши достижения в фирме тоже очень важны, как и достижения для фирмы на zewnątrz. Четвертая ошибка – это опечатки и грамматические ошибки в вашем резюме. Но и здесь сначала нужно проверять самим, что мы написали, как мы написали. Я всегда рекомендую написать, пойти куда-то прогуляться, оставить на несколько минут, на, не знаю, час, в зависимости от того, сколько у вас есть времени, прогуляться, сменить род деятельности, потом вернуться, прочитать еще раз, и тогда видно ошибки. Также можно попросить, чтобы кто-то из знакомых прочитал ваше CV, потому что когда видишь CV первый раз, то можно заметить какую-то ошибку, на которую, например, я, как человек, который пишет свой CV, уже не обращаю внимания, мои глаза уже привыкли к этому. Поэтому делаем себе такой перерыв, возвращаемся, проверяем, и тогда еще просим кого-то из близких, друзей тоже проверить. И, конечно, можно использовать разные программки, например, Language Tool. Если вы пишете Language Tool, там есть, по сути, очень много языков. Также есть такой виджет на Chrome, и, мне кажется, появился недавно тоже виджет на Safari, который, например, вы пишете какой-то текст, даже на Фейсбуке оно вам сразу проверяет и подчеркивает, где у вас нету комы, где у вас какая-то опечатка. Поэтому рекомендую, сама не пользуюсь, и мне очень нравится. Также есть ортограф, это программа, там только, если хорошо помню, польский язык, но и он может вам подчеркнуть какие-то опечатки, но также не всегда показывает, например, какие-то более лексические ошибки, поэтому стоит тоже проверять. И также есть Grammarly, но это уже по-английски. Тоже есть втычка, которая проверяет сразу, как вы пишете, тоже на Фейсбуке проверяет и на других сайтах, поэтому тоже рекомендую. Так, переходим дальше. Контактная информация написана с ошибкой, но здесь, если контактная информация написана с ошибкой, то к вам не смогут дозвониться или, например, если вы написали, что вы хотите, чтобы вас перезвонили, то, скорее всего, это не будет работать. Поэтому, если контактная информация написана с ошибкой, то вам не смогут дозвониться или, например, если вы написали, что вы хотите, чтобы вас перезвонили, то, скорее всего, это не будет работать. Поэтому
написать mail, вы не узнаете, пригласили вас на собеседование или нет. Поэтому здесь очень нужно проверять, что написано, потому что если там будет какая-то ошибка, не та цифра или не та буква, то вы так и не узнаете, что вас пригласили на собеседование. И пункт 6 – это нет пункта о защите личных данных. Это тоже очень важно, потому что в Польше, если нет этого пункта, то ваши CV даже не проверяют, его просто выбрасывают, сколько бы у вас опыта не было, как бы хорошо вы не написали свое CV, свой опыт, даже если вы идеально подходите на эту должность, то вам просто не ответят, потому что у них нет такого права. Вы не добавили этот пункт, и рекрутеры не могут проверить или отписать вам, или обработать ваши CV. И здесь пример того, как выглядит клаузуля рода. Это то разрешение, которым о защите личных данных и о том, что вы разрешаете использовать и обрабатывать ваши личные данные в целях рекрутации. И по-польски оно звучит как «Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez». Здесь добавляю название фирмы в целью проведения рекрутации на аппликованное przeze mnie stanowisko. Ну и здесь тоже добавила тумачение, как это звучит по-английски, потому что очень много людей просто используют Google Too Much и считают, что, например, с польского на английский, считают, что это правильная версия, но она звучит немножко по-другому, поэтому стоит использовать конкретные примеры. Также не забываем, что, используя клаузулю рода, должно быть название фирмы, и очень важно его сменить. То есть если вы в один и тот самый день отправляете CV в 3 разные фирмы, то клаузуля рода должна соответствовать каждой фирме. То есть, например, сейчас вы отправите в Amazon, потом вы отправите в Макдональдс, а потом еще вы отправите в третью фирму, например, в NetGuru. Тогда очень важно не забыть сменить название. Это тоже очень частая ошибка. Да. И тоже помните, что эти клаузули рода, эти пункты о разрешении использовать ваши персональные данные могут измениться на следующий год. То есть если вы отправите CV сегодня с этой формой клаузули рода, то через год она может немножко измениться и выглядеть немножко по-другому, поэтому нужно проверять. Как избежать типичных ошибок в резюме? И ошибка 7 – это плохое фото. Здесь просто нужно следить за тем, чтобы это было фото хорошего качества, чтобы вы на нем выглядели профессионально. По сути, все, о чем я сказала в начале. Да, просто проверяйте, помните, что хорошее осветление и на фото должен быть только вы. Слишком длинное резюме. Здесь это ошибка, потому что рекрутеры очень часто получают очень много CV. Например, у меня в фирме на одну должность, связанную с SMM-маркетингом, отправила CV, может, человек 100
150. То есть слишком длинное резюме может разозлить рекрутеров, потому что они проверяют очень много CV, очень много данных, и просто проверить 100 цифровок, 100 резюме, 100 людей, это тоже на это идет очень много энергии и время, поэтому лучше всего это 2 страницы А4, где вы показываете опыт, который соответствует конкретной должности, конкретному объявлению. Неправильный формат файла. Здесь лучше всего отправлять CV в формате PDF, потому что он одинаково открывается на всех компьютерах, да, на всех ноутбуках, то есть даже если у вас Windows, на всех операционных системах, если у вас Windows и iOS, то PDF откроется так само в том самом формате, но если у вас, например, Word, то Word на Windows выглядит в одном, покажется, будет нормально, а на iOS он может немножко форматироваться, и ваше CV может разъехаться, поэтому лучше всего это в PDF. Если же у вас есть сайт, то можете просто добавить ссылку на свой сайт, если у вас более креативная профессия. Да, помните, что лучше всего это в формате PDF. И непрофессиональный адрес email. И еще на минутку вернусь, потому что к формату файла, потому что я вспоминала о сайте, и сейчас я уже не раз видела, как CV делают на Notion, то есть это такая платформа, чаще всего ее используют для организации командной работы и управления проектами, но недавно очень много знакомых начинают использовать Notion как платформу для создания своего CV, то есть они там добавляют все ссылки на свой опыт, что они сделали, поэтому можете попробовать, может для вас это тоже подействует и будет эффективно. Непрофессиональный адрес email. Здесь об этом я слышу просто от момента, как переехала в Польшу. Непрофессиональный — это когда у вас там вы добавляете какие-то никнеймы, какие-то уменьшительные, ласковые слова в начале своего email-адреса. Это непрофессионально, на этом вы тратите, потому что очень часто работодатели тоже обращают внимание на то, как выглядит этот mail, потому что, во-первых, вас тогда лучше найти по имени, во-вторых, они тоже анализируют, что иногда, например, у вас не будет корпоративной почты, и вам надо будет использовать свою приватную, поэтому свою личную. Поэтому лучше всего использовать формат, схему адреса. Это свое имя, крапка, фамилия и там собачка, и добавляем gmail.com, onet.pl в зависимости от вашей домены, почтового провайдера. Да. И где делать резюме. Можно делать, конечно, в Word. С того, что я знаю, то там есть несколько таких шаблонов для CV. Можно делать в Canva.
она бесплатная, и там есть уже больше таких готовых шаблонов под цифровки, где вы просто вставляете свои данные. Можно делать в Photoshop, но это уже более такой advanced level, потому что там нужно уметь использовать Photoshop и все это красиво делать. Я рекомендую Canva, потому что сама делала свое CV в Canva бесплатно и просто. Но также есть другие такие примеры, программы, сайты. Это Interviewer, это CV Maker, это Interview Me. Но здесь на этих сайтах вы выбираете, вы вписываете информацию о себе, о своем опыте, вы выбираете шаблон, и потом программа автоматически вставляет ваши данные в шаблон, который вы выбрали. Только эти программы, такие как InterviewMe или CVMaker, они платные. Также можете использовать LinkedIn как свое CV, свой сайт. Если вы перейдете на LinkedIn, то там можете вписать свои данные, свой опыт, и можно его потом скачать и отправлять в таком виде. Или также можете просто добавлять, как я уже говорила, некоторые работодатели запрашивают линк на профиль на LinkedIn. Это также хорошая программа для людей, которые ищут работу, потому что работодатели очень часто сами пересматривают LinkedIn и людей, которые соответствуют их объявлению, они могут сами написать к вам через LinkedIn, и вы тоже можете так найти себе работу. Поэтому рекомендую. Очень полезно. И также там есть отдельная такая закладка, где вы можете искать работу, там тоже есть объявление. Так, ну и где искать работу? Как я уже вспоминала, это LinkedIn, который здесь написан на самом конце. Также это OLX, Pracuj.pl, на Фейсбуке тоже можно искать через разные группы. Есть на примере маркетинга, то есть SMM специалисты, есть просто праца в Вроцлаве, там очень много объявлений бывает. На Фейсбуке просто нужно поискать, по сути, название своей профессии, своей должности, добавить в Вроцлаве, добавить работу, и вам там появится несколько групп с объявлениями. Ну и Rocket Jobs — это больше для маркетологов, дизайнеров, там уже более такое, там объявление соответствует какой-то индустрии, например, маркетинг. Также знаю, что ребята сделали сайт для работников HR, то есть если вы хотите работать с рекрутером, то у них тоже есть, мне кажется, отдельный сайт уже. Как проверять репутацию фирмы? Здесь можно перейти по сайтам GoWork.pl, GoldenLine, Absolvent.pl. Например, Absolvent.pl, там есть даже, они оценивают по количеству opinions, reviews работников, то есть там можно войти, оценить, и потом показывается такая средняя оценка каждого работника, каждого работодателя, и вы можете тоже так проверить хорошо, какое наставление, как фирмы относятся к своим работникам и стоит ли там работать. Golden Line и GoWork.pl, там можно найти разные комментарии про фирму, но тоже нужно быть аккуратным, потому что некоторые комментарии оставляют уже
прошлые работники, которые там не работают, и нужно более критически подходить и понимать, что в всех фирмах есть люди, которым нравится там работать, и нет. Просто пытайтесь критически подходить ко всему и анализировать. Вы всегда можете пойти на собеседование и увидеть, как там к вам отнесутся, как проходит рабочий процесс. Ну и также можете найти кого-то с этой фирмы и попросить их оценить и спросить, нравится ли им там работать или нет, советуют ли они отправить свое резюме или нет. То есть всегда лучше, если у вас есть такая возможность поговорить с кем-то, с фирмой, в которой вы хотите работать, то это тоже хороший шанс узнать, так скажем, что люди, которые уже там работают и сейчас там работают, думают о своем работодателе, нравится ли им работа. И можно ли там развиваться и расти по карьерной лестнице. Ну и здесь мой mail. Это, по сути, конец моей презентации. Сейчас проверим чат. Мне кажется, наблюдает добре. Когда пишешь свое имя и фамилию, то иностранец. Если говорить о написании имени и фамилии, то я всегда пишу так, как у меня в паспорте. Это зависит от вас, если вы хотите. Это, по сути, это зависит. Мне кажется, это сейчас не имеет никакого значения, потому что здесь столько иностранцев, что на работе так или иначе узнают, что вы иностранец, поэтому, мне кажется, нету смысла писать по-польски, заменять, например, фам на ву. Это все зависит от вас. Если вы хотите, то можете. Да, если можно, я тоже добавлю, Юля, ответ на этот вопрос. Это на самом деле очень актуально, потому что много путаницы возникает, если вы в одном документе пишете по-польски, а в другом по паспорте. И здесь, конечно, лучше придерживаться версии паспорта, вот, чтобы не было путаницы в документах. Это на самом деле вы потом забудете, где как писали, поэтому лучше всего имя и фамилию писать в паспорте. Ну, а если в будущем, потому что есть такие возможности, изменить в документе звучание фамилии, то тогда уже вы можете писать по-другому. Ну, а так, чтобы именно не запутать самого себя. Угу. Спасибо, интересный вопрос. Приглашаем еще задавать вопросы. И, Юля, я, может быть, тоже хотела бы спросить, потому что вы во время презентации тоже интересно говорили по поводу проверки правописания и говорили о втычках. Можно как-то больше объяснить, что это значит, и, может быть, начать и написать название, потому что вы там упоминали некоторые. Я сейчас вернулась, например, на презентацию. Это Language Tool, это ортограф и Grammarly. Сейчас я остановлю sharing, напишу на втычки там. Мне кажется, я тоже добавила в том плике PDF. Да, на самом деле подробно этот плик мы вышлем всем участникам по имейлу, кто зарегистрировал. И это на самом деле очень удобная штука, инструмент. Да, сейчас я покажу Language Tool. Только его найду. Который действительно проверяет и помогает в правильном писании. Или польский, или английский, или другие иностранные языки.
Мгм. Пожалуйста, задавайте еще вопросы, пользуясь случаем. Большое спасибо, Юля, за такую подробную и много очень аспектов вы затронули в своей презентации. Например, это... Вам видно мой экран? Да. Это такой сайт Language Tool. Здесь можно тоже найти... Сейчас. Например, вы здесь вписываете текст, вставляете, выбираете язык, их тут очень много, польский, и вам, например, подчеркивает желтым, что здесь нету комы, и вы вставляете кому, или что у вас повторяются слова. То есть оно все вам подчеркивает. Здесь, например, показывает, как можно заменить, как вариации, какое слово вы имели в виду, вы себе можете выбрать. Юж, туш, душ, нуж, трэш, юж. Но если вы пропустили какую-то буквочку, то вам тоже подчеркнет на красный. Здесь можно проверять большие тексты, маленькие, то есть что хотите. Тоже может быть втычка, я не знаю, здесь, например, но у меня. Добавляем себе на pulpit, и у вас будет, например, basic. И тогда вам будет проверять то, что вы пишете на всех сайтах. На Фейсбуке, на LinkedIn, на всех сайтах, на которых вы пишете, он будет автоматически проверять текст. Ну и Grammarly работает так, в ten сам способ, так само, просто что это по-английски. Ортограф PL, он немножко другой. Сейчас. Не помню, есть ли там другие языки.